Здравствуйте, на канале НТС Новости, в студии Джалдош Исаков, и вначале коротко о главном. 3,5 года прошло, а ВОЗ и ныне там. В который раз отложен суд по апрельским событиям. В таможенный союз по дорожной карте. В этот раз по плану Кыргызстана. Примут ли его таможенное трио? Хочешь учиться – плати. Стоимость контрактного обучения в стране может повыситься. Усыновление детей инвалидами. Смогут ли люди с ограниченными возможностями стать родителями? Лилекский район может остаться без света. Причиной обесточивания может стать строительство альтернативной дороги на спорной территории. Речь идет о трассе, которая свяжет села Аксай и Кукташ Баткенской области протяженностью почти 30 километров. Дорогу придется прокладывать через горы, часть которой придется взрывать. О ходе строительства расскажет Салтанат Кудайбердиева. Рубежи вроде как открыты, а пересекать их местным категорически нельзя. Жители Баткенской области возмущены, что КПП «Карамык» открыт в одностороннем порядке. Мол, чиновники пошли навстречу соседям, не дожидаясь извинений с их стороны. В ответ правительство объясняет, согласно международным обязательствам, Кыргызстан вынужден пропускать грузы в Афганистан и грузы из КНР для строительства газопровода Туркменистан-Китай. Их обслуживает всего лишь один из 5 закрытых контрольно-пропускных пунктов. Правда, это оказалось не единственным поводом для беспокойства. Жители приграничных сел еще и недовольны тем, что строительство главной дороги, из-за которой в принципе и произошел конфликт, почему-то прекращено. Сегодня ситуация на границе стабильная. Проблем с продовольствием у сельчан нет. Трудности испытывают лишь предприниматели, которые не могут экспортировать свою продукцию в Таджикистан. Но нам до сих пор непонятно, почему строительство дороги между селами Кукташ и Аксай прекратилось. Это упущение наших чиновников. Наверное, договориться с соседями не смогли. Строится дорога Кукташ-Аксай. Аксай-Рават. Строительство, как выяснилось, не прекратилось. Оно продолжится, как только местные чиновники решат вопрос с электричеством. Дело в том, что прокладываемая дорога уткнулась в скалы Сары-Сеид, а их нужно взрывать. Для этого необходимо обесточить весь Лилекский район. При взрыве могут быть повреждены линии электропередач Айгульташ-Самат. Поэтому пока строительство дороги идет с другой стороны, со стороны села Рават. Другая ее часть, Аксай. Рават, вот эта дорога, она уже практически где-то более 9 километров уже построена. И она двигается сюда. Когда мы дойдем отсюда, мы пойдем навстречу строить дорогу. Представляешь, к той дороге? Там сколько осталось? Ну, где-то это около 17-18 километров. Убедившись в настойчивости наших чиновников достроить дорогу на спорной территории, соседи решили вообще стать независимыми от Кыргызстана. Впереди уже 4-й раунд переговоров, а официальный Душанбе даже поднимать вопрос об открытии границы не собирается, поскольку необходимости в этом уже не видит. Таджикистан на начальной, может быть, дней 10 где-то испытывала проблемы в связи с тем, что кыргызская сторона закрыла границу. Но им удалось договориться с узбекской стороной. Узбекская сторона 2 КПП, Айбек и Дуслык, они открыли им автотранспортное сообщение. Так что у них больших проблем они не испытывают. И поэтому на последних встречах они уже не просили, не обращались об открытии КПП. Говорить о том, что сегодня граница открыта с Таджикистаном, я не могу. Вопрос еще на рассмотрении. Судя по публикациям в таджикской прессе, строительство альтернативной дороги вдоль границы соседям до сих пор не по душе. Они продолжают настаивать на его прекращении. Поэтому решение такого вопроса, по словам депутатов, это исключительно прерогатива глав 2 стран. А все совместные комиссии, созданные для регулирования ситуации, это пустая трата времени. Требуется политическая воля, компромисс в решении. А это кто может сделать? Только президенты между собой могут обсудить эти вопросы. Где обменяться, где подкупить, где договориться. Даже премьер-министр наш и их премьер-министр, я думаю, что не решат. Другие только занимают лишнее время, затягиванием процесса. На сегодня соседи так и не принесли извинений и не спешат возмещать ущерб, нанесенный Кыргызстану в результате последнего приграничного инцидента, поскольку не считают себя виноватыми. Заключение должны вынести члены совместной комиссии, а когда они завершат свою работу, сказать пока никто не может. Салтанат Кудайбердиева, Урмат Акынбек уулу, НТС.
К другим новостям. В Ростове-на-Дону Виктор Янукович выступил с очередным громким заявлением. Он сообщил, что остается не только легитимным президентом страны, но и главнокомандующим. Сейчас на Украине действует банда ультранационалистов и неофашистов, которые силой захватывают органы самоуправления, считает бывший президент. По его словам, так называемые украинские власти хотят поставить армию под знамя Бандеры, и намерены они якобы развязать гражданскую войну. Во время пресс-конференции Виктор Янукович говорил и о планах властей США выделить Украине $1 миллиард. Соединенные Штаты не должны давать деньги этому бандитскому режиму, подчеркнул бывший президент Украины. Они хотят включить вооруженные силы боевиков националистических организаций, дать им в руки оружие. Я хочу спросить и у покровителей этих темных сил на Западе. Вы ослепли? Вы потеряли память? Вы забыли, что такое фашизм? В России не утихают споры вокруг закона об упрощенном получении гражданства. Некоторые депутаты Госдумы выступили против законопроекта, предложенного Федеральной миграционной службой. Речь идет о выдаче российских паспортов русскоговорящим жителям прибалтийских государств Украины, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. В частности, ЛДПР предлагает выдавать российские паспорта только гражданам Украины, прибалтийских стран и Молдавии, а в отношении Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана ввести ограничения. Напомним, Госдума одобрила поправки в закон о гражданстве. Согласно им, для русскоговорящих граждан, родственники которых или они сами когда-либо жили на территории России, будет действовать упрощенный порядок получения гражданства. Дорожная карта по вступлению в Таможенный союз практически готова. Об этом сегодня в интервью нашему каналу сообщил первый вице-премьер правительства Жомарт Оторбаев. Чиновник уверяет, в документе, состоящем почти из 100 страниц, постарались учесть национальные интересы, в том числе и по каждой товарной позиции, и в вопросе, кто должен помочь в переоснащении границ Кыргызстана с третьими странами. Бишкек, напомним, настаивал на том, чтобы деньги для этого выделили как раз-таки партнеры по Таможенному союзу. Последние не очень-то спешат это делать. Чтобы Кыргызстан стал полноправным членом Таможенного союза, ему необходимо выполнить ряд условий. В первую очередь, как сейчас модно говорить, для начала составить дорожную карту. С той, что наши партнеры приняли без нас, наша страна не согласилась, и вот мы предлагаем свой план. Первый вице-премьер Жомарт Оторбаев говорит, что он практически уже составлен. Теперь самое трудное, чтобы его сначала одобрили внутри страны, а потом, соответственно, уже и члены Таможенного союза. Наши условия в лице нескольких тысяч товарных позиций мы выставили. И будем настаивать. Наши партнеры, в принципе, соглашаются с этими условиями. Но, как говорится, дьявол в деталях. Мы будем каждую деталь обсуждать. И особенность нашего вхождения будет состоять в том, что мы будем согласовывать с обществом, с парламентом все наши шаги. Но одно из, пожалуй, главных условий, выдвигаемых Бишкеком перед Москвой, Астаной и Минском, еще не нашло своего решения, говорит Оторбаев. Дадут ли наши партнеры $200 миллионов, чтобы мы на эти деньги оснастили все таможенные КПП на границе с Китаем, Узбекистаном и Таджикистаном? В случае присоединения к Союзу эти соседи станут для нас, образно говоря, уже чужими. А как известно, на границе с третьими странами, согласно нормам Таможенного союза, должна быть мощная таможенная инфраструктура с обученными специалистами, современным оборудованием и лабораторией. Для этого нужны источники финансирования. Мы уже давно обсуждаем этот вопрос, говорим, что потребуется порядка $200 миллионов. У нас в бюджете этих средств нет. Вот один риск. Второй риск нашей работы заключается в статусе наших рынков. Напомним, на последней встрече президентов стран, учредивших Таможенный союз, об условиях Кыргызстана, прямо скажем, отозвались не очень хорошо. Казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев тогда открыто заявил, преференций для новичков не будет. Возможно, как теперь анализируют отечественные эксперты, учредители ТС не станут выступать столь категорично в отношении Бишкека, учитывая события в Украине, стране, которая также потенциально рассматривалась как будущий член Союза. Тот же Назарбаев на днях дал понять, что пока вот так не очень быстро идет евразийская интеграция, некоторые ее участники
разворачиваются в другую сторону. Тем временем Бишкек, политическое решение об этом принято еще 2 года назад, хоть и стоит на пути вхождения, вопрос лишь когда и на каких условиях, может пересмотреть вообще все свои планы. Это тоже не исключается. Противников присоединения к таможенному клубу Москвы, Астаны и Минска в Бишкеке, впрочем, хватает. В качестве аргументов они могут описать и риски, приводя экономические показатели, а могут сравнить и примерами из мира животных. В России ВВП на душу населения 15 тысяч долларов. У нас 1300 долларов. И вот как может эту телегу, называемый таможенный союз, таскать Россия и Кыргызстан? Это то же самое, что слона и козленка прячь в одну тележку. Они раздавят нас. Впрочем, чтобы слон не раздавил козленка, в правительстве уверяют, страна не вступит в союз, пока не получит от партнеров все возможные преференции. В каком они виде будут, вопрос также открытый. Возможно, это будут временные отсрочки, а возможно и товарно-количественные. Все зависит от того, как стороны договорятся. Очевидно другое. Как бы ни окреп козленок, сильнее слона он никогда не станет. Манас Ичгитов, Манас Бакешев, НТС. Открытое акционерное общество «Кристалл» продадут с молотка. На торги завод выставлен со стартовой ценой в 4 миллиарда 600 миллионов долларов. Как сообщил директор департамента по делам банкротства при Министерстве экономики Болсунбек Казаков, предприятие это на сегодня является полным банкротом. Объект, отметим, на открытые торги выставляется уже 5-й раз. Все проведенные до этого аукционы признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Но мы надеемся, что мы продадим. Но в случае, если не будет продано, то у нас есть варианты, где мы будем привлекать инвестора на запуск этого завода, ну, совместно, может, предприятие, может, мы разрабатываем эти варианты тоже, мы как бы учитываем. Суд по событиям апреля вновь перенесен, в этот раз до 17 марта. Сегодня заседание отменили из-за неявки некоторых адвокатов подсудимых. Ожидается, что на следующем заседании стороны перейдут к прениям. Впрочем, гарантии, что заседание состоится, нет. По мнению потерпевшей стороны, процесс намеренно затягивают, чтобы через некоторое время закрыть дело за давностью лет. Тему продолжит Ольга Семенюта. Судебное разбирательство по событиям 7 апреля длится уже больше 3 лет. Если поначалу процессы проходили громко, эмоциям потерпевшей стороны не было предела, то сейчас все изменилось. Участие в процессах они практически не принимают. Говорят, потеряли надежду на справедливое решение. Последний раз на суде я был полгода назад. С тех пор это дело не сдвинулось. Вы то же самое собираетесь рассматривать и сегодня. Каждый раз заседание проходит впустую. Когда уже будет вынесен вердикт? Вот и сегодня процесс закончился ничем. Некоторые адвокаты подсудимых не явились, а потому председательствующий судья перенес заседание на следующую неделю. Завтра и другой сейчас не явится адвокат, один из адвокатов. И в понедельник кто-то не появится. Опять будет срыв. Вот накладочка пошла. Я думаю, это выправится. Но сегодня не получился, следующий процесс будет нормально. За прошедшие 3 года суд срывался бесчисленное количество раз. Как говорят наблюдатели, они сбились уже даже со счета. Затягивает процессы различные ходатайства подсудимых. Подают они их постоянно. В общей сложности на их рассмотрение ушло больше года. К примеру, последний раз защитник экс-премьер-министра Данияра Усенова обжаловал заочное расследование. Мол, это незаконно. Конституционная палата жалобу не поддержала. Но процесс все равно был остановлен на 2 месяца. Таких случаев очень много было. Мы твердим, да, мы полагаем, мы считаем, что они вот таким образом затягивают с одной целью, чтобы данное уголовное дело потеряло актуальность, во-первых. И во-вторых, возможно, некоторые лица ждут каких-то перемен политических, возможно. Закрыть дело могут и за давностью срока. Некоторые предъявленные статьи под эту норму подпадают. Повлиять на ситуацию адвокаты потерпевших не могут. Защитники подсудимых этот процесс и вовсе видят бесконечным. Наверняка, если удовлетворят нашу сторону, то есть подсудимых, то за этот потерпевшая сторона и прокурор, наверное, обжалуют его, любое решение. Если, допустим, осудят наших подзащитных, естественно, будем обжаловать мы и бесконечно. С точки зрения современного мира.
А пока дело находится на рассмотрении только первой инстанции. А между тем за это время от осложнений, вызванных ранениями, из жизни ушли уже 20 апрельских героев. Не дождавшись вердикта, умер и один из обвиняемых. Ольга Семенюта, Владимир Кубалдиев, НТС. Дорога в Джетыгузском районе перекрываться не будет. Такое обещание накануне дали сами саруйцы. Отныне, сообщили жители, они будут действовать строго в рамках закона. Требования, подчеркивает Иссык-Кульцы, остаются в силе. Отметим, завтра в Джетыгузском районе пройдет Курултай с участием жителей 13 аильных округов. В ходе Курултая саруйцы определят дату пешего похода в районную администрацию. Бывшего мэра Аша Мелиса Мырзакматова вызвали на допрос. Он выступает в качестве свидетеля по уголовным делам, которые были заведены сразу по 2 митингам в южной столице. Напомним, 3 декабря в Аше прошла акция протеста в поддержку арестованного депутата Ахматбека Кильдибекова. Митинг тогда едва не перерос в массовые беспорядки, а 15 января протестная акция прошла уже в поддержку самого Мырзакматова. Тогда недовольные результатами выборов мэра южной столицы пытались прорваться в здание областной администрации. Хотел отпраздновать 8 марта, а оказался в СИЗО. Очередной скандал с участием иностранных подданных произошел в Бишкеке. В этот раз за решетку попал сотрудник Центра транзитных перевозок МАНАС. Подвыпивший гражданин США, пытаясь изнасиловать 22-летнюю девушку, напал на нее. Досталось и милиционерам. Буйный американец уже в отделении милиции сорвал погоны с дежурного и сломал рабочий стол. О гостях нашей страны Игорь Потанин. Хулиганы афроамериканского происхождения для бишкекского изолятора временного содержания – большая редкость. Тем более такие буйные, как Макрей Брэндон Корнелиус. Чтобы задержать сотрудника ЦТП МАНАС, блюстителям порядка пришлось приложить немало усилий. В отделение милиции американца привезла девушка. Она сообщила, что парень пытался изнасиловать ее. Обманным путем она заманила его в такси и привезла в отделение Свердловского РУВД. Однако сдаваться подвыпивший иностранец не пожелал. Начал выражаться нецензурными словами, сломал двери, там погоны сорвал сотрудника инспектора дежурной части и ударил несколько раз, попытался. И, в общем, он был в нетрезвом состоянии, его задержали, а утром с помощью переводчика там предварительное расследование началось. И он полностью признает свою вину. Дожидаться суда хулиган из калифорнийского города Монтерей теперь будет в СИЗО номер 1. Однако юристы уверены, что служащий американской базы и на этот раз сможет уйти от ответа. Американцев у нас освобождали от ответственности и за более тяжкие правонарушения. Достаточно вспомнить убийство водителя топливозаправщика Александра Иванова, расстрелянного военнослужащим базы в 2006 году. Тогда вина американского военного была доказана, однако военнослужащего вывезли в Соединенные Штаты. Не исключено, что и на этот раз до тюрьмы дело не дойдет. Когда вот заключали соглашение, именно все сотрудники Соединенных Штатов Америки, которые будут находиться в Бишкеке, они получили особый статус. Вот поэтому привлечь их к ответственности это невозможно. Мы, конечно, должны прежде всего предъявлять требования не только к американцам или тем людям, которые нарушают наши законы, да, мы должны поставить этот вопрос перед руководством Кыргызской Республики, перед теми чиновниками, которые дали свое согласие на подписание именно такого соглашения, где нарушается и будет нарушаться права граждан Кыргызской Республики. Депутаты парламента говорят, что уже пора брать под контроль поведение американских сотрудников ЦТП. Раз само командование не может повлиять на поведение своих подчиненных, наши надзорные и судебные органы должны призвать к ответу иностранных нарушителей. Один из факторов вседозволенности, как и для наших граждан, так и для граждан иностранных какого государства, это играет фактор безнаказанности. У нас есть комитет по правопорядку. В принципе, я думаю, что комитет в первую очередь должен быть заинтересован в том, чтобы отследить эту ситуацию. Но я думаю, как любой гражданин, мы все будем отслеживать, чем закончится теперь вот этот инцидент. Однако эксперты уверены, что до массового общественного контроля в отношении американского хулигана не дойдет. Военные покинут ЦТП МАНАС уже через пару месяцев, а вместе с их отъездом угаснет и интерес к преступлениям, совершенным иностранцами. Сможет ли вместе с коллегами Кыргызстан покинуть Макрей Брэндон Корнелиус, теперь зависит от следователей и служителей Фемиды. По нашему законодательству ему грозит от 4 до 7 лет лишения свободы. И отбывать это наказание придется в кыргызстанских тюрьмах. Игорь Потанин, Саман Давлатакунов, НТС.
Солдата, который повесился в одном из подразделений воинской части до самоубийства, мог довести командир батальона. Подозреваемый уже задержан. Более подробную информацию военная прокуратура в интересах следствия не сообщает. Напомним, 3 февраля в селе Куйташ повесился рядовой 1994 года рождения. Труп был обнаружен в подвальном помещении казармы. Солдат, по данным следствия, прослужил 10 месяцев и через 2 месяца должен был уволиться в запас. По факту военная прокуратура Бишкекского гарнизона возбудила уголовное дело. С сегодняшнего дня началась регистрация на общереспубликанское тестирование. Документы можно сдавать до 10 апреля. В этом году тестирование, как отметила директор Центра оценки образования и методов обучения Инна Валькова, будет проводиться только на 2 языках – государственном и официальном. Пройдет он примерно с 17 по 21 мая. Не появятся ли ответы раньше самого тестирования, это исключено. В нашей системе мы сделали так, что ответы пишутся только после того, как просканированы все листы ответов абитуриентов. То есть во время самого тестирования уничтожены все ответы, их не существует. Поэтому ни купить, ни продать их нельзя. Студенты будут платить больше. Министерство образования выступает с инициативой поднять в вузах страны стоимость контрактного обучения. За счет около 200 тысяч студентов-контрактников они планируют улучшить материально-техническую базу университетов. Но улучшится ли от этого качество образования, узнавал Алексей Немашкал. Тяжело, официантская работа, конечно, нелегкая. Приходится много трудиться с утра до вечера на ногах. До обеда на учебе, после допоздна на работе. Алтынай к такому изнурительному графику уже привыкла. В будущем социолог, а ныне студентка 3-го курса, самостоятельно зарабатывает себе на образование. При этом, живя на съемной квартире и не имея достаточной материальной поддержки. Если стоимость контракта возрастет, рассказывает она, ей придется устроиться на 2-ю работу. Хочется очень учиться, да, я тоже, как все студенты, хочу постоянно посещать учебу. Я должна временно обеспечивать себя, потому что моя мама сейчас чуть-чуть болеет, вот, и я сейчас вынуждена и работать, и учиться. Официально в Кыргызстане функционирует 52 высших учебных заведения, большая часть из которых государственные. 85% обучающихся в них студентов – контрактники. В среднем оплата составляет от 15 до 30 тысяч сомов. Этих денег не хватает даже на самое основное, говорят в Министерстве образования. И повышение стоимости контрактной формы обучения – мера крайне необходимая. Если аудитории плохие, ремонта нету, не оснащенные интерактивной доской и других оргтехникой, какое занятие на таком уровне? Или если по гуманитарным, ладно, аудитория, доска, и могут рассказать и так далее. А по химическим, по другим, физическим, естественно, техническим, надо лаборатории новые создавать. Их препараты сколько подорожали. С прямой зависимостью экономической ситуации и повышением цен на те или иные услуги согласиться еще можно. Но повлияют ли огромные суммы вузовских контрактов на качество знаний? Эксперты утверждают, что нет. Ведь все деньги контрактников поступают на спецсчета университетов. Информация о том, на что именно они потрачены, находится под грифом «секретно». Система образования все время плачет. Да и не только система образования, все. Все плачут, что денег не хватает ни на ремонт, ни на техническое обслуживание, ни на зарплату. А куда тогда деваются те деньги, которые выделяются? Ни одно повышение тарифов не является и не являлось, и не будет являться эффективным средством для противодействия коррупции. Это однозначно, потому что это как раз механизм для получения дополнительной прибыли и выгоды. Как ударит новая тарифная политика по карманам абитуриентов и их родителей, будет зависеть от каждого вуза в отдельности. Что же касается непосредственно студентов, то им чиновники советуют заглянуть в свои договоры. Имеется ли там пункт об изменении стоимости обучения по волеизъявлению руководства заведения, либо сумма останется неизменной вплоть до получения диплома. Алексей Немашкал, Эрлан Кемельбеков, НТС. В прошлом году за помощью к омбудсману обратилось более 17 тысяч граждан. Почти половину жалоб и обращений к правозащитнику написали женщины. Об этом заявлено сегодня во время ежегодного доклада ККЧ о соблюдении прав и свобод человека в стране. Больше всего, отметили эксперты, кыргызстанцы жалуются на работу правоохранительных органов. Больше всего просьбам обращаться в отношении действия правоохранительных органов.
в отношении работников прокуратуры, работников милиции, в ГСН, в суд. В этом большинство обращения на этих органов, потому что они неправомерно иногда пытаются получить такие достоверные информации в приемом пытки, такие факты есть. Усыновлять детей, возможно, скоро смогут лица с ограниченными возможностями. С такой инициативой выступили некоторые народные избранники. По их мнению, лишать людей возможности стать родителями только из-за физических недостатков, как минимум, несправедливо. Необходимо лишь пересмотреть перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может быть признано опекуном, считают в Джигурку-Кенеше. Тему продолжит Асиля Айтбаева. Инвалид первой группы Эргеш Джарматов и его супруга Эркина Эдже вместе уже 30 лет. За это время съели не один пуд соли. Живут с детьми и внуками. Как говорят, в тесноте, да не в обиде. Более того, Эргеш Джарматов, несмотря на возраст и болезни, готов взять на воспитание еще одного ребенка. У меня 5 детей, 13 внуков, слава Аллаху. Я еще хотел бы одного усыновить или удочерить. Но у нас в Конституции нет, в законе нету такого. Я сам воспитался в интернате. Вот чем в детском доме, чем там приюты, лучше в семье должен быть ребенок. Даже при очень большом желании люди с ограниченными возможностями усыновлять детей не могут. В законе этого нет. Вот и решили народные избранники исправить эту ошибку. Они внесли изменения в закон о правах и гарантиях лиц с ограниченными возможностями здоровья, по которому инвалид получит право усыновлять ребенка. Бывают случаи, предприниматель, но он в то же время инвалид второй группы. У него есть все возможности быть опекунами, содержать детей. Каждая семья, дети, без детей – это неполноценная семья. В таком случае мы даем возможность, кто решится быть опекунами, законодательно откроем дорогу. По убеждению депутатов, необходимо снять законодательные барьеры и исключить дискриминацию из-за физических ограничений. С этим согласны и сами инвалиды. Допустим, инвалиды первой группы без остаточного зрения, да, здесь сложновато, но есть инвалиды второй группы, третьей группы, и инвалиды по другим категориям есть. И, конечно, у многих будет такая возможность из числа тех желающих лиц с ограниченными возможностями. Парламентарии предлагают пересмотреть перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может быть признано опекуном или же приемным родителем. Это хронические заболевания внутренних органов, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, а также все болезни и травмы, приведшие к инвалидности первой и второй группы, исключающие трудоспособность. В Минсоцразвития считает, что инициатива на первый взгляд хорошая, но требует индивидуального подхода. Такие лица с ограниченными возможностями здоровья – это психоневрологически больные люди. Вы представляете сами, да, если мы отдадим ребенка на усыновление, удочерение, и как этот человек будет воспитывать этого ребенка, да? Тем более, что размер пособий инвалидов составляет в среднем 2000 сомов. Да и трудоустроиться удается не всем. Поэтому возникает резонный вопрос, сможет ли такая семья создать достойные условия для воспитания ребенка. Но как бы то ни было, истина проста. Даже плохая семья лучше хорошего детского дома. Асиля Айтбаева, Каныбек Улу Алтынбек, НТС. С 8 марта вступило в силу постановление правительства об обязательной персонификации сим-карт, согласно которому стать абонентом сотовой связи в Кыргызстане можно только при предъявлении документов, удостоверяющих личность. В центрах продаж и обслуживания компании «Мегаком» при продаже сим-карты специалисты заключают договор с абонентом. Для этого достаточно предъявить один из документов, удостоверяющих личность. Зарегистрировать номер смогут лица, достигшие 16 лет. Остальным гражданам сим-карту могут приобрести родные и близкие. Те, кто ранее приобрел сим-карту без заключения договора с сотовым оператором, должны пройти обязательную процедуру регистрации в течение года. Отметим, регистрация осуществляется бесплатно, а по случаю весеннего праздника Мегаком приготовил для всех посетительниц Центра продаж и обслуживания приятные сюрпризы. 8 марта женщины получили праздничный презент от национального мобильного оператора. Пользуюсь компанией вашего оператора очень давно, уже как изначально почти что. Очень было приятно, что поздравили с праздником. Подарок я получила браслетик. Спасибо большое. Вам спасибо, да. Спасибо компании Мегаком за обслуживание хорошее, за подарочки.
На этом наш выпуск завершен. Мы по-прежнему продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь на вашем канале. До свидания.